Благодарю, Ботагөз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Баршаларыңызға қайырлы күн. Еліміздің басты медиа алаңда бүгінгі өтетін баспасөз мәслихатының тақырыбы мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі, ұлттық даму жоспары, жалпы ұлттық басымдықтар және мемлекеттік басқарудың концепциясы туралы болады. Еліміздің басты медиа алаңына келген спикерлермен таныс болыңыздар. Келімбетов Қайрат Нематұлы, Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігінің төрағасы. Ерғалиев Әсет Арманұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі. Қоспаев Нұржан Қайырғалиұлы, Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің институционалдық реформалар департаментінің директоры. Қуантыров Әлібек Сәкенұлы, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіздер. Алдымен сөз кезегі Қайрат Нематұлы өзіңізге беріледі. Мархабат. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы сегодня большой командой из Агентства по стратегическому планированию и Министерства национальной экономики пришли, чтобы рассказать вам о изменениях в системе государственного планирования. Вы знаете, что 1 сентября 2020 года в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение по пересмотру системы государственного планирования. Поэтому мы хотели бы сегодня презентовать, во-первых, изменения в самой системе государственного планирования и те новые документы, которые были приняты в рамках вот этой новой системы. Главным принципом управления, новой формации управления, о которой все время говорит наш президент, является принцип человекоцентричности. Поэтому, рассмотрев основные корневые системы государственного управления, такие как планирование государственное, бюджетное планирование, государственная служба, государственные услуги, цифровизация, мы прежде всего ориентировали государственные органы на то, чтобы в рамках вот тех новых вызовов, связанных с новыми экономическими глобальными трендами, в том числе пандемическими шоками, предложить такие подходы, которые бы повышали ответственность госорганов за реализацию тех или иных задач, с одной стороны, и с другой стороны, способствовали эффективности реализации тех поручений, которые намечаются в целом в государстве. Поэтому мы пришли к выводу, что необходима трансформация корневых систем государственного управления, и проводить их нужно последовательно и по единой логике. Поэтому в этой связи были приняты изменения, и по сути система государственного планирования в новой своей форме представляет следующую систему. Первое. Основополагающим пунктом системы государственного стратегического планирования Республики Казахстан является реализация задач, намеченных первым президентом Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в стратегии «Казахстан-2050». Это наша долгосрочная стратегия, которая намечает экономические программы для того, чтобы достичь главной задачи к 2050 году, чтобы Казахстан был в числе 30 наиболее развитых стран мира. В развитии этой стратегии принимаются среднесрочные стратегии. Одной из таковых будет национальный план развития, о котором сегодня более подробно расскажет министр экономики. И для того, чтобы у национального плана развития были четкие приоритеты, был принят соответствующий указ президента, в который обозначает общенациональные приоритеты. Общенациональные приоритеты – это специальный перечень основных направлений развития нашей экономики, нашей социальной сферы, для того, чтобы было четко понятно, какие цели мы ставим на ближайшие 5 лет, как мы их будем достигать и кто конкретно будет персонально ответственным за то или иное направление. Вот в развитии национального плана развития будут приниматься национальные проекты. Национальные проекты – это новелла, это переход от государственных программ больше к лаконичным документам. Вы помните, в послании президент четко отметил, что мы должны перейти от громоздких программ к более понятным, лаконичным документам, в которых будет четко ясно, какое количество средств выделяется, кто ответственный и какова вообще перспектива достижения той или иной цели. Вот в рамках вот этих изменений были сокращены большое количество документов, и в целом система
стала более лаконичной, более последовательной и логичной, на наш взгляд. И как раз мы сегодня находимся в начале вот этого пути, когда государственные органы переходят на новую систему. В целом переход до конца года будет завершен, а основная его часть – это переход на национальные проекты, переход на новые программы соответствующие, бюджетные, наверное, будет завершен практически до 1 сентября. Уже 1 сентября правительство внесет в рамках трехлетнего бюджета вот перечень тех национальных проектов, которые будут уже одобрены на уровне правительства. Каковы особенности новой системы государственного планирования? Это прежде всего, что создаются необходимые условия для проведения институциональных реформ. Общенациональные приоритеты закрепляют ключевые направления видения развития нашей страны. Их у нас ограниченное количество, то есть это 10 приоритетов, которые четко обозначают наши цели и задачи. И в соответствии с этими приоритетами будут строиться уже и выделения соответствующих бюджетных средств, поэтому бюджетные лимиты будут распределяться в рамках приоритетных задач государственных органов. И будет четко ясно, какие программы мы финансируем, какие программы у нас в первоприоритетном порядке и какие программы уже будут как бы впоследствии финансироваться. Общенациональные приоритеты утверждает сам глава государства. Перечень национальных проектов также будет в ближайшее время утвержден главой государства. И в этой связи тоже серьезным изменением станет то, что в целом реализация портфеля национальных проектов будет основываться на принципах проектного управления. Когда мы говорим об общенациональных приоритетах, это 3 очень важных направления. Начну с самого, наверное, такого важного, это благополучие граждан Казахстана. Все мы ощутили, насколько важна та или иная социальная подсистема нашего государства, особенно во время пандемии. Практически все страны серьезно пересмотрели модели развития здравоохранения, качество финансирования различных программ здравоохранения. Поэтому приоритет доступной и эффективной системы здравоохранения – это то основное направление, которым будет заниматься государство. Не случайно, вот чуть позже министр экономики расскажет, у нас серьезные планы по переоснащению медицинских учреждений, по строительству новых современных медицинских центров во всех основных городах и областях Казахстана. И также очень серьезные планы по развитию системы здравоохранения в сельской местности. Поэтому в целом доступность и эффективность здравоохранения – это ключевой приоритет нашей страны. Таким же ключевым приоритетом является качественное образование. Здесь тоже серьезные планы. Вы знаете, что в рамках своего отчета правительства и в парламенте уже подтвердило цифру, что практически 800 школ будет построено до 2025 года. К 2025 году мы планируем решить проблему трехсменных школ в целом. К 2030 году, наверное, и проблемы двухсменных школ уже будут решены. В целом очень такие амбициозные планы в этой сфере. Ну и самое главное – это доступ, конечно, к качественному и быстрому интернету во всех регионах, во всех сельских населенных пунктах. Это тоже задача, которая будет поставлена. Ну и справедливая социальная политика. Безусловно, мы все видели, насколько мощно в Казахстане были проведены вот эти программы социальной поддержки во время пандемии. Я думаю, что ни одно постсоветское государство не оказывало такую серьезную помощь, когда были выплачены социальные выплаты 42 500, практически 4,5 миллионов человек. В целом задача справедливой социальной политики является важным приоритетом государства. Не случайно глава государства поручил разработать социальный кодекс. И до конца этого года правительство работает над разработкой социального кодекса. Не только программы социального обеспечения, но и в том числе минимальные социальные нормативы и в целом подходы в сфере здравоохранения, образования, занятости и борьбы с безработицей. Вот эти большие направления, которые будут охватывать эти приоритеты. Также важный вопрос – это качество институтов. Вы знаете, что в целом в рамках еще реализации программ 5 институциональных реформ, 100 шагов, современный, качественный, эффективный государственный аппарат – это приоритет нашего государства. Поэтому мы сейчас ориентируемся на выработку новой модели государственного управления. В частности, я чуть позже скажу, была принята концепция государственного управления, которая закладывает основы, наверное, тех изменений, которые должны пройти прежде всего в системе государственной службы, в квазигосударственном секторе Республики Казахстан. Ну и, конечно, немаловажным вопросом в рамках того, что мы сейчас наблюдаем во всем мире, является вопрос
укрепление национальной безопасности. Не случайно тоже было обсуждено в рамках системы госпланирования. Была обсуждена недавно стратегия национальной безопасности до 2025 года. Это тоже документ, который является очень четкой основой для государственных органов государственной политики. Безусловно, все эти приоритеты базируются прежде всего на экономических и бюджетных возможностях, поэтому построение диверсифицированной экономики – это продолжение тех реформ, которые в целом были намечены в предыдущие десятилетия. Это отход от нефтяной зависимости, это построение ненефтяной экономики, поэтому очень важно сконцентрироваться на привлечении инвестиций. Не случайно приоритет развития активной экономической и торговой дипломатии. И в частности, на одном из заседаний Высшего совета по реформам недавно были заслушаны подходы по привлечению инвестиций. Здесь Казахстан ориентируется на региональное лидерство и на постсоветском пространстве в регионе Центральной Азии. Мы также соответствующие подходы обсуждали. Наверное, будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И, конечно же, сбалансированное территориальное развитие. В целом мы планируем разработать план территориального развития, я чуть позже на нем остановлюсь. И я хотел бы попросить вас сориентироваться в нашем таком общем понятийном аппарате, что есть 3 важных направления, из них вытекают 10 приоритетов. В указе о приоритетах также обозначены 18 так называемых показателей эффективности, которые мы будем придерживаться. Далее я хотел сказать, что эти же приоритеты, они стали основой национального плана развития. Асет Эргалиев чуть позже расскажет о конкретных задачах в рамках этих приоритетов, о принципах, на которых мы будем ориентироваться. Но самый важный вопрос – это то, что все эти приоритеты и задачи и в национальном плане развития, они очень тонко коррелируют с теми планами государства. Это не только правительство, это и органы подотчетные главе государства, это и отдельный парламент, которые прежде всего появились, исходя из тех потребностей граждан или понимания тех трендов, которые на сегодняшний день имеются. Далее я хотел бы рассказать о национальном проекте. Национальный проект – это специальный документ, который обеспечивает всестороннее взаимодействие. Очень много задавали вопросов, с чем связан переход от госпрограмм к национальным проектам. Действительно было принято большое количество государственных программ, к сожалению, не было всегда обеспечена полная интеграция бюджетного и стратегического планирования. То есть некоторые программы, к сожалению, недофинансировались, и возникала ситуация такой определенной коллективной безответственности, о которой часто критично высказывается глава государства, когда вроде бы и программа есть, вроде бы и финансирование выделяли, а цели конкретные не достигаются, и непонятно, кто в этом конкретно, кто за это должен отвечать. Для того, чтобы избежать этих проблем на уровне государственных ведомств, на уровне министерств, было принято решение, что будут специальные такие программы, которые называются национальный проект. Национальный проект – это очень лаконичная форма изложения государственной политики по тому или иному вопросу. У нас будет принято порядка 15-20 национальных проектов, в которых будет четко обозначено, какова задача национального проекта, например, программа развития геологоразведки или развития электроэнергетической отрасли, или развитие агропромышленного комплекса, реформа здравоохранения, что конкретно будет сделано, какие средства должны быть выделены бюджетные, и кто за это отвечает. Если средства выделены, программа есть, а задачи нету эффекта, а эффект измеряется в ключевых специальных показателях эффективности, значит, это уже ответственность этого конкретно государственного органа, руководителя этого органа, и у нас предусмотрена ответственность, что будет очень четко и достаточно жестко разбираться, почему те или иные цели не были достигнуты. И здесь очень важный вопрос, что, как правило, та или иная большая государственная задача – это не проблема одного государственного органа, это вопрос взаимодействия его с другими ведомствами, и поэтому очень важно, чтобы была четко очерчена ответственность каждого из участвующих в реализации конкретного национального проекта, каждого ведомства. То есть, что каждое ведомство должно сделать, что для этого оно должно получить, что оно должно реализовать, это все будет в национальном проекте. Что такое национальный проект? Мне бы хотелось подчеркнуть его такую тройную структуру, что ли. Национальный проект – это определенная программа, которая носит национальный характер. То есть, прежде всего, она нацелена на масштаб всей страны. То есть, она должна принести пользу в масштабе всей страны.
Второе, очень важное качество – это человекоцентричный подход. То есть программы, они не обезличены, они должны четко говорить, что от этого получат граждане Казахстана. То есть как это повлияет на их социальное благополучие, как это повлияет на возможность создания рабочих мест, как это повлияет на диверсификацию экономики, как это повлияет на доходы граждан. Вот каждая программа будет через призму вот таких вот несложных вопросов рассматриваться, и каждый государственный орган должен доказать, что эта программа действительно несет большой, важный, приоритетный смысл, и поэтому ее нужно будет поддержать и получить соответствующее финансирование. И очень важен проектный подход. Мы все находимся в ситуации, когда все очень быстро меняется геополитическая конфигурация, меняются технологические тренды, меняются подходы к зеленой экономике, меняются цены на сырьевые товары. То есть все эти большие изменения говорят о том, что мы должны на них быстро реагировать. Соответственно, каждая такая программа, каждый национальный проект должны тоже иметь возможность в гибком режиме управления все-таки делать определенные изменения, если они востребованы. Ну и еще раз хотел сказать, что самое главное свойство национального проекта – это положительное изменение на жизни граждан Казахстана. Также в развитии различных отраслей экономики будут приняты концепции развития, о них более подробно министр экономики расскажет. Мы также сконцентрируемся на том, чтобы для того, чтобы управлять и соответствующими большими программами и для того, чтобы управлять национальными проектами, создается специальный тройной центр. То есть центр – это офис по мониторингу национальных проектов при правительстве, который будет на ежедневной основе заниматься реализацией национальных проектов с привлечением сотрудников других государственных органов. Это Национальный центр мониторинга реформ, это часть проектного офиса Агентства по стратегическому планированию. И Центр цифровой трансформации – это специальный проектный офис Министерства по цифровизации, который занимается бизнес-реинжинирингом тех или иных государственных услуг для того, чтобы сделать их более востребованными для населения. Также был принят такой важный документ, как концепция развития госуправления. Эта концепция нашла свое отражение в определенных разделах национального плана развития. В целом, хочется коротко сказать, что сама концепция настроена на то, чтобы государственный аппарат переходил на сервисную и человекоцентричную модель госуправления. То есть от бюрократической модели на проактивную сервисную модель. Поэтому основными принципами концепции госуправления стали 5 принципов. Это слышащее государство, о котором, наверное, мы сегодня много поговорим, эффективное государство, подотчетное государство, профессиональное и прагматичное государство. Вот 5 принципов, которые позволяют нам в течение ближайших 10 лет перезапустить, наверное, систему государственного аппарата, государственной службы для того, чтобы она была конкурентоспособна на мировом уровне. Мы формируем модель государственного управления, ориентированную на потребности людей. Для этого предусматривается тотальная цифровизация всех государственных сервисов, и эта цифровизация свяжет между собой все корневые системы управления. То есть что будет прежде всего сделано? Это реформа государственной службы, реформа местного самоуправления, большая реформа, о ней чуть позже, наверное, мои коллеги расскажут, это реформа судебной и правоохранительной системы, над которой сейчас работает Высший совет по реформам, серьезная реформа в сфере регулирования бизнеса, реформа в сфере квазигосударственного сектора и в сфере оказания госуслуг и взаимодействия с населением. Вот вкратце такие задачи, которые будут поставлены в рамках концепции госуправления. И мы ожидаем, что по индексам эффективности различных госуправления мы будем в том числе в топ-группе лидеров в глобальных экономиках, которые, таких как, например, независимость судебной системы, надежность полицейских служб, индекс восприятия коррупции. То есть те задачи, на которые ориентировано в целом наше государство для того, чтобы мы, наверное, оказывали наиболее качественные услуги для своего населения. Вот разрешите мне здесь закончить вкратце. Я с большим удовольствием после презентации министра экономики отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Кайрат Ниматович, благодарю вас за детальную презентацию утвержденных документов. Енді сөз кезегі Әсет Арманұлы өзіңізге беріледі. Мархабат. Қысқа нұсқа 7-8 минут көлемінде. Рахмет. Құрметті журналистер, ағымдағы жылдың 26 ақпанында мемлекет басшысының жарлығымен еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының ұлттық жоспары бекітілді. Ұлттық жоспар
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейіндегі құжат болып табылады. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясын және жалпы ұлттық басымдықтарды іске асыру үшін әзірленді. Жоспар коронакризис салдарын нивелирлеуге, сондай-ақ жаңа жағдайларда тұрақты және инклюзивті экономиканы дамытуға бағытталған. Орта мерзімді перспективада елдің жаңа экономикалық бағытының негізгі параметрлерін қалыптастырады. 2018 жылы қабылданған 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары еліміздің үшінші жаңғырту процестерін іске қосты. Алайда пандемия әсер еткен туындаған жаһандық экономиканың даму жағдайларын күрт өзгеруі, дамудың негізгі сценарийін түбегейлі өзгерту арқылы жаңа нақтылықты қалыптастырды. Национальный план разработан с учетом новой экономической реальности, обусловлена необратимыми структурными изменениями во всех сферах жизни. Мы это видим и в экономической сфере. Так мы наблюдали, как мировой ВВП сократился до рекордного в мирное время уровня на 3,5%. Значительно изменилась конъюнктура на мировом рынке нефти и других товарных рынках. Пандемия формирует новый мировой торговый порядок, усиливая тренды на самодостаточность и протекционизм. Производственные процессы принимают региональный характер в результате снижения фокуса на минимизации стоимости производства в пользу надежности поставок. Кроме того, мы видим значительные изменения и в технологической сфере. Как вот сегодня даже пример, формат виртуального взаимодействия стал повседневностью, а цифровые технологии ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса. Конечно же, есть и значительные изменения в социальной сфере. Мы видим, как коронакризис ускоряет тренд по росту неравенства в мире. Ускоряются структурные изменения на рынке труда, вызванные формированием экономики знаний. Меняются образовательные модели, обостряются вопросы продовольственной безопасности, кардинально пересматриваются подходы к развитию систем здравоохранения. Жаңа нақтылық жағдайында ұлттық жоспар жеті негізгі қағидатқа негізделетін дамудың жаңа моделін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Игіліктер мен міндеттерді әділ бөлу, жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі, адал бәсекелестік, өнімділіктің өсуі, экономиканың күрделілігі мен технологиялық жағынан арттыру, адами капиталды дамыту, қоршаған ортаны қорғау, мемлекеттің негізделген шешімдер қабылдау және олар үшін қоғам алдындағы жауапкершілігі. Дамудың жаңа траекториясына шығу халықтың өмір сүру сапасы мен табасының нақты өсуін қамтамасыз ететін болады. Национальный план состоит из 10 общенациональных приоритетов по 3 направлениям. Это благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика. Общенациональный приоритет «Справедливая социальная политика» предусматривает реализацию системных мер, направленных на содействие продуктивной занятости и обеспечение социального благополучия. Для восстановления рынка труда и снижения уровня безработицы будут приняты меры по модернизации действующих и созданию новых рабочих мест. Внедрение новых прогрессивных форм трудовых отношений обеспечит развитие гибких форм занятости. Сфера социального обеспечения будет регулироваться социальным кодексом страны. Результатом принятых мер к 2025 году станет снижение уровня безработицы до не более 4,7%. Все социальные обязательства государства по социальным выплатам и пособиям будут выполнены в полном объеме. Будет обеспечена индексация социальных выплат с учетом уровня инфляции, а также осуществлен переход от заявительной к выявительной форме оказания социальных услуг. Общенациональный приоритет «Доступная и эффективная система здравоохранения» предусматривает развитие концепции устойчивой системы здравоохранения, способствующей улучшению, поддержанию и восстановлению здоровья людей, а также благополучию нынешних и будущих поколений. Будут реализованы решительные меры, направленные на повышение доступности и качества медицинских услуг, развитие кадрового потенциала и научной медицины, создание единого цифрового пространства здравоохранения, а также формирование здорового образа жизни. В результате заработная плата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза. К 2025 году будет осуществлен переход к пациентоцентричной медицине с ориентиром на улучшение показателей здоровья граждан, а также гарантированно качественное обслуживание на селе и в городах. В целом во всех регионах будут построены 20 современных медицинских центров и 2 научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султан и Алматы. Это обеспечит существенный задел в обеспечении качественной инфраструктуры здравоохранения на долгосрочный период. В результате принятых мер ожидаемая продолжительность жизни достигнет 75 лет. Сапалы білім беру, жалпы ұлттық басымдағы жаңа экономикалық бағытты іске асыру үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамытуды көздейді. Білім беру жүйесін жаңғырту, оның сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталатын болады.
2023 жылға қарай педагогтардың жалақысы 2 есеге өседі. 2025 жылға қарай әлеуетті 100% қамту есебінен мектепке дейінгі мекемелерде балаларға арналған орындардың қолжетімділігі қамтамасыз етіледі. Барлық білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалады. 2025 жылға дейін балаларды оқытуға қолайлы жағдай жасау мақсатында 800 жаңа мектеп салынатын болады. Бұл апатты 3 ауысымды мектептер және оқушы орындарының тапшылығы проблемаларын шешуге мүмкіндік береді. Бірыңғай интеграцияланған білім беру онлайн платформа жобасы іске қосылады. Назарбаев университетінің тәжірибесі бойынша еліміздің өңірлерінде 2 озық жоғары оқу орны құрылатын болады. Еліміздің бәсекеге қабілетті 20 университеттің базасында академиялық ерекшелігі бар орталықтар құрылатын болады. Общенациональный приоритет «Справедливое и эффективное государство» на защите интересов граждан предусматривает совершенствование правовых основ, направленных на обеспечение реального верховенства закона с полноценной реализацией концепции слышащего государства. В результате будут созданы условия для стимулирования экономической деятельности, улучшения качества жизни и повышения уровня защищенности прав граждан. В целях повышения общественного иммунитета к проявлениям коррупции продолжится работа по вовлечению общества и бизнеса в формирование и реализацию антикоррупционной политики. Общенациональный приоритет «Новая модель государственного управления» предусматривает внедрение, как говорил Кайрат Нематович, сервисной и человекоцентричной модели государственного управления, ориентированной на удовлетворение интересов населения и бизнеса. Патриотизм құндылықтарын насихаттау, жалпы ұлттық басымдығы қайратты және жауапты адамдардың біртұтас ұлт болып қалыптасуына, ұлттық бірегейлікті сақтауға және әрбір азаматтың санасын жаңғыртуға бағытталған шараларды іске асыруды көздейді. Общенациональный приоритет укрепления национальной безопасности предусматривает обеспечение эффективной защиты национальных интересов в рамках стратегии национальной безопасности Республики Казахстан до 2025 года. Результатом ее реализации станет обеспечение общественной безопасности до 80%, снижение доли теневой экономики до 15%. В условиях формирования новой системы экономических отношений будут реализованы структурные реформы, направленные на развитие диверсифицированной и инновационной экономики. Одним из приоритетов станет реализация новой повестки развития предпринимательства, предусматривающей формирование принципиально новой регуляторной политики с внедрением механизмов регулирования с чистого листа и регуляторной гильотины, снижением нагрузки на бизнес, а также расширением доступа к финансированию. В результате доля среднего предпринимательства в экономике вырастет до 15%, число занятых в МСБ до 4 миллионов человек. Основным результатом работы по индустриализации экономики станет увеличение объема продукции обрабатывающей промышленности в 1,5 раза. В АПК основным приоритетом станет формирование масштабных и комплексных 7 крупных экосистем. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,3 раза, доля переработанной продукции АПК до 70%. Продолжится реализация мер по цифровизации отраслевой экономики, внедрению элементов искусственного интеллекта и биг-дата. 99% населения страны будут иметь доступ к качественному интернету. Проактивные меры по развитию туризма позволят нарастить долю отрасли экономики до 8% от ВВП. Скоординированная макроэкономическая политика будет обеспечена за счет сохранения налогобюджетной стабильности и реализации эффективной мониторной политики, а также развития конкурентного и эффективного финансового рынка. Общенациональный приоритет активное развитие экономической и торговой дипломатии предусматривает повышение реальной конкурентоспособности Казахстана и укрепление его статуса как ответственного участника мирового экономического сообщества. Во внешнеэкономической политике важнейшим приоритетом станет проактивное и таргетивное привлечение инвестиций, а также продвижение казахстанского экспорта. В результате к 2025 году планируется довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов США. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 30%, что сопоставимо с наиболее динамично растущими экономиками мира. Несырьевой экспорт увеличится в 2 раза до 41 миллиарда долларов. Общенациональный приоритет «Сбалансированное территориальное развитие» предусматривает раскрытие потенциала регионов и укрепление конкурентоспособности их социально-экономических систем. 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасы ұлттық жоспардың міндеттерін іске асырудағы прогресстің көрсеткіші болады. Карта жауапты мемлекеттік органдарды бекітте отырып, салалар, өңірлер бойынша құрылымдалған 3 бағыт бойынша 41 көрсеткіштен тұрады. Ұлттық жоспарды іс жүзінде іске асырудың нәтижесі 2025 жылға қарай экономиканың өсуін 5%-дан астам деңгейде қамтамасыз ететін болады. Құрметті журналистер, жоспарды іске асыру қазіргі кезеңдегі сын қатерлерді еңсеруге және орта мерзімді перспективада халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатының артуымен қатар жүретін тұрақты және сапалы экономикалық өсу траекториясына шығуға мүмкіндік береді. Назарыңызға рахмет.
Үлкен рахмет айтамын. Құрметті спикерлер, баспасөз мәслихатының тәртібі бойынша біз сұрақ-жауапқа кезек береміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. Представители средств массовой информации готовы задать свои вопросы в прямом эфире. Я напоминаю, что длительность пресс-конференции 70 минут. Ну что ж, начнем. Наурызбаева Лаура Бахкизет. Бұған дейінгі мемлекеттік жоспарлау жүйесінің негізгі кемшілігі не дейді, және оның экономикалық салдарларына тоқталып кетсеңіздер. Бұл сұраққа Әлбек Сакенұлы өзіңіз жауап берсеңіз. Ания Лауре, сұрағыңызға рахмет. Жоқ, осы мәселеге кішкене басқа жағынан қарау керек. Себебі бұрынғы қабылданған мысалы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің оның жалпы осындай кемшіліктері жоқ. Бірақ та мысалы 2018 жылы қабылданған мемлекеттік жоспарлау жүйесінде сол елдің 2025 дейінгі елдің даму жоспары ол үшінші жаңғыру процесіне арналған. Бірақ та былтырғы жыл 2020 жыл ол жаңа нақтылықты, жаңа жағдайларды, жаңа тәуекелдерді әкеліп, мысалы әлемде тарихында болмаған ең үлкен дағдарыс болып кетті, экономикалық дағдарыс. Сол себептен биыл жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесі қабылданды. Оның әрине жаңа сипаттары мен ерекшелері бар. Алдында спикерлер айтылған мысалы сипаттар, ол сол мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары айтарлықтай оңтайландырылды. Содан кейін жаңа жүйесі тиімділігімен, адам орталықпен, ашықтықпен, содан кейін жауапкершілікпен негізделеді. Тағы да басқа ең маңызды ерекшелік, ол деген Нұр Отан партиясының сайлау алды платформасымен, осы бағдарламасымен байланыс. Атап айтқанда, сол бағдарламаның көрсеткіштері декомпозиция жасалған, содан кейін осы көрсеткіштері жаңа жүйесінде, мемлекеттік жоспарлау жүйесінде, мысалы осы тұжырымдамаларында, концепцияларында және ұлттық жоспарларында ол табылатын болады. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Международное информационное агентство Казинформ, Акбота Кузекбай. Кайрат Ниматович спрашивает, расскажите подробнее о плане территориального развития, который планируется разработать до 1 июля и что он будет включать. Спасибо большое, очень важный вопрос. Вы видели, что в новой системе государственного планирования таким важным среднесрочным документом в целом является национальный план развития. Министр экономики очень подробно и детально рассказал о нем. Этот план ориентирован в целом на понимание, какие отрасли в экономике будут диверсифицированы, какая будет социальная политика. В разрезе регионов это призван сделать план территориального развития. То есть мы должны четко понимать, какая ситуация в каждом регионе, как там выполняются достижения вот тех социальных показателей, которые ставит перед собой государство, как выполняются в том числе показатели целей устойчивого развития, то есть это задачи в целом, которые охватывают социальное положение граждан, ситуацию с экологическим состоянием тех или иных регионов. Это с одной стороны. С другой стороны, у каждого региона есть свое конкурентное преимущество. То есть какие-то регионы больше готовы к технологической модернизации крупных производств, такие как Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Павлодарская область. Какие-то регионы, например, как Кустанайская область, ориентированы на агропереработку, развитие сельского хозяйства. Серьезное развитие сельского хозяйства предусмотрено в южных регионах Казахстана, развитие нефтепереработки в регионах, западных регионах Казахстана. А с другой стороны, у нас формируются агломерации, вы знаете, по политике территориального развития за прошлые годы. Агломерация – это такое совместное развитие, что ли, вокруг крупных городов-миллионников. То есть у нас формируется прежде всего агломерация вокруг Алматы, алматинская агломерация, это развитие города Алматы, Алматинской области. Должно быть сбалансированное соответствующее развитие и должна быть найдена ниша, наверное, для
конкуренции вот этой агломерации уже на мировом и региональном уровне. То же самое вокруг агломерации вокруг города Астаны, агломерация вокруг Шымкента. И все вот эти моменты и политика, которую будет проводить правительство, то есть как будет выстроена бюджетная политика, налоговая политика, инфраструктурная политика, социальная политика. Все это в разрезе регионов найдет свое отражение в плане территориального развития. Мы его разрабатываем совместно с Министерством экономики. Мы думаем, что до 1 июля уже этот проект будет рассмотрен на заседании Высшего совета по реформам. Благодарю за ответ. Светлана Ворожейкина, журналист topress.kz, спрашивает также подробнее рассказать о плане территориального развития, но здесь есть уже уточнение, на каком этапе в данный момент находится разработка, кто занимается разработкой и когда план будет презентован. Дополнение, пожалуйста. Да, я вкратце хотел дополнить, что разработчиками этого документа являются два ведомства. Это Министерство национальной экономики и Агентство по стратегическому планированию. Наша роль – это в том числе скоординировать предложения других государственных органов, которые занимаются привлечением инвестиций, индустриальной политикой, социальной политикой, здравоохранением, образованием. То есть все эти министерства также примут соответствующее участие. Новизна в том, что мы хотели бы, чтобы активно в разработке плана территориального развития приняли местные исполнительные органы, акиматы областей. И кроме этого, мы уже с января месяца активно работаем и с экспертным сообществом, с экспертами из регионов, с экспертами на центральном уровне. И я думаю, что вот такая совместная работа правительства и компаний из бизнеса и экспертов гражданского общества, все это вместе нам поможет сбалансированный план территориального развития подготовить. Также просят назвать примеры ключевых проблем регионов, которые план решит за ближайшие 5 лет. Я думаю, что одной из таких ключевых проблем в региональном развитии является разрыв бюджетной обеспеченности, то есть какие-то регионы по каким-то определенным программам обеспечены лучше, чем другие регионы. Есть разрыв в качестве и доступе по системам образования и здравоохранения в разрезе регионов. Я думаю, что над вот этой задачей мы в первую очередь сконцентрируемся. И вторая задача – это все-таки улучшить, поработать над инвестиционной привлекательностью того или иного региона. Здесь мы также будем совместно с инвестиционными властями Казахстана работать активно для того, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность каждого региона. Спасибо. Наубет Бесенов, Bloomberg News, с нами на прямой связи. Наубет, добрый день. Ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. У меня первый вопрос к господину Келимбетову в качестве главы агентства и главы МФЦ. Можете, пожалуйста, сказать, какие политические реформы ваше агентство планирует провести в Казахстане? Потому что президент Токаев хотел видеть оппозиционные партии в парламенте, а до выборов Минюст отклонил 8 заявок на создание новых партий. Кайрат Ниматович, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Я, наверное, немножко деполитизирую свой ответ, но считаю, что постараюсь ответить на суть вашего вопроса. Действительно, Международный финансовый центр Астана – это инициатива первого президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Ее активно поддерживает глава государства. В частности, одним из важных поручений главы государства, правительства страны стало поручение о том, что Международный финансовый центр Астана стал бы центром привлечения прямых и иностранных и портфельных инвестиций. Для того, чтобы это произошло, я уже говорил о том, что нам нужно работать над тем, чтобы Казахстан сохранил то региональное лидерство в привлечении прямых иностранных инвестиций, которое позволило нам достичь таких хороших экономических и социальных результатов за последние 30 лет. Необходимо проведение определенной домашней работы. Часть этой работы связана с правильным восприятием Казахстана как, наверное, наиболее продвинутой экономики и государства, которое ориентировано на проведение целого ряда реформ, в том числе и реформ в сфере верховенства права. Верховенство права – это серьезное, наверное, подразделение в целом реформ в рамках демократизации страны. Одним из важных пунктов создания Международного финансового центра Астана в рамках 100 шагов и 5 институциональных реформ была реформа верховенства права. Вы знаете, что
такая двухскоростная была принята реформа. То есть, с одной стороны, мы реформируем свою судебную и правоохранительную систему. Это, безусловно, важная работа, но это требует времени. С другой стороны, мы уже сегодня должны оказывать судебные услуги мирового уровня. Поэтому было принято решение, первый президент поддержал изменения в Конституцию Республики Казахстан, в соответствии с которой был создан особый правовой режим, который позволяет создать специально суды, которые занимались бы инвестиционными спорами, то есть суды между инвесторами, подрядчиками, суды между государственными органами и инвесторами, потенциальные арбитражные разбирательства. Поэтому был создан суд МФЦА, был создан также Международный арбитражный центр, в котором работают судьи мирового класса. И недавно, в том числе, мы с Верховным судом приняли соответствующую программу действий, когда все больше и больше инвестиционных споров Верховный суд, правительство сможет передавать суду МФЦА, в котором работают судьи мирового класса с безупречной репутацией. Я думаю, что это улучшит доверие в целом к нашему государству. С другой стороны, одновременно с Атамикеном мы обсуждали возможность улучшения вообще арбитражной культуры в Казахстане, и глава Атамикена предложил, чтобы именно арбитражный центр МФЦА, арбитражный центр при торгово-промышленной палате стали теми точками разрешения споров в бизнес-сообществе. И я думаю, что если мы до 2025 года сможем более серьезно, скажем, раскрутить внимание бизнес-сообщества казахстанского, регионального сообщества Центральной Азии к нашим таким институтам, это еще больше улучшит инвестиционный климат нашей страны и подчеркнет те принципы верховенства права, ту правовую реформу, которую мы проводим, с тем, чтобы показать, на каком уровне в целом глобального развития находится наша страна. Спасибо большое. Наубет. Господин Келимбетов, получается, ваше агентство не делало пакет политических реформ, предложений? Вопрос был про МФЦА, про агентство по стратегическому... Нет, да. Давайте поясню, я понял. Значит, это вопрос был про Международный финансовый центр. Теперь агентство по стратегическому планированию сконцентрировано прежде всего на реформах вместе с правительственными структурами в социально-экономической сфере. Есть реформы, реформа судебной и правоохранительной. Вообще есть, давайте я расскажу, есть специальные 6 групп, которые созданы в развитии работы Высшего совета по реформам. Вы знаете, что был создан Высший совет по реформам, его возглавил глава государства. В Высший совет по реформам входят 7 человек. Это руководитель, это премьер-министр, председатель Национального банка, председатель агентства по финансовому регулированию, глава Атамикена Тимур Аскарович Кулибаев, сэр Сумы Чакрабарти, заместитель руководителя администрации, руководитель администрации и председатель агентства по стратегическому планированию. Было создано 6 специальных групп. Эти 6 специальных групп сконцентрированы на определенных проблемах. Например, премьер-министр возглавляет 3 группы. Это первое – диверсификация экономики. Второе – это реформа регулирования бизнес-процессов в нашей стране. И третий вопрос – это развитие социальной сферы. Одну группу возглавляет заместитель руководителя администрации Тимур Сулейменов, который занимается реформой сферы государственного управления. И в частности, я сегодня говорил, что агентство подготовило концепцию реформы госуправления. Это часть тоже, на мой взгляд, определенных реформ в сфере госуправления. Есть также группа, которую возглавляет руководитель администрации Иван Жаканович Кушанов, который занимается судебной и правоохранительной сферой, и есть реформа макроэкономики. Что касается вопросов, которые занимаются по политическим реформам, то вы знаете, что есть специальный Национальный совет общественного доверия, который в основном, и эта тематика обсуждается в рамках другого совета. Высший совет по реформам в этом году сконцентрирован на социальных, экономических реформах, реформах государственного управления и реформах регулирования бизнес-сообщества. Спасибо за ответ. Наубет, вопросы, пожалуйста. Да. И я попрошу спикеров отвечать коротко и лаконично, пожалуйста. Господин Келимбетов, теперь, пожалуйста, расскажите про планы IPO казахских национальных компаний на вашей площадке. Еще раз повторите, Наубет. Про планы IPO национальных компаний
по выходу на вашу площадку, есть ли какие изменения? Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Действительно, развитие Международного финансового центра очень сильно связано с процессами приватизации. Правительство приняло специальный приватизационный план по тому, чтобы максимально способствовать приватизации в ближайшие 3 года. Сейчас мы обсуждаем в правительстве возможности ускорения приватизации и выхода на IPO казахстанских национальных компаний, которые являются частью Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Вы знаете, что по планам «Самрук-Казыны» приватизация пакетов акций таких компаний, как «Казмунайгаз», КТЖ, Казахстан Темиржол и Казатомпром, она в целом запланирована пока на 2022 и 2023 годы. Объективными причинами переноса являются в целом ценовая конъюнктура, которая была в прошлые годы, и также, конечно, влияние пандемии на глобальную рецессию, на развитие глобальной экономики. Но я думаю, что если ситуация с ценами на нефть, которые в среднем в этом году прогнозируются, в оптимистичных сценариях средняя цена порядка $65 за баррель, может быть, эти процессы ускорятся, но пока в целом это на 2022 и 2023 годы. Тем не менее, в 2021 году мы ожидаем, что некоторые частные компании Казахстана также продолжат размещение на площадке биржи Международного финансового центра Астана. Спасибо за ответ. На обед. Если нет других вопросов, перехожу к следующему журналисту. Нет, модератор, у меня второй Уточняющий? вопрос. Нет, господину министру национальной экономики. Я хотел узнать, был ли пересмотр прогнозов роста ВВП, потому что Нацбанк пересмотрел свои прогнозы на этот год. Спасибо. Асет Арманович, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Сейчас мы вот в правительстве в рамках уточнения бюджета приступаем к формированию нового раунда прогнозов на ближайшую трехлетку. И в частности на 2021 год мы будем уточнять наш прогноз, наверное, в сторону небольшого повышения. Это связано и с тем, что конъюнктура поменялась, внешнеэкономическая, и мы видим, как цена на нефть поменялась за последнее время, и видим, что и внутри наша экономика набирает динамику в определенных секторах экономики. Можете, пожалуйста, циферку назвать? Сейчас по основному сценарию 2,8%. Ну, примерно сказать. Цифру, порядка 3,1% где-то. Это предварительная пока цифра. На обед. Спасибо большое. Спасибо. Закон КИЗ. Карят Нематович спрашивает. Общеизвестно, что Аспир для быстрого старта активно использовал ресурсы Международного финансового центра Астана, в том числе людей, инфраструктуру, нетворкинг. Насколько сильно это сказалось на МФЦ? Вызвало ли это замедление или приостановление работы в одном из направлений? Также, каковы последние достижения МФЦ, если таковые вообще имеются? 3 вопроса в одном, да? Ну, давайте начну. Первое, действительно, была использована инфраструктура МФЦА, но самое простое использование – это то, что сегодня агентство по стратегическому планированию находится в павильоне С4 на территории Экспо, и мы там разместили основной аппарат агентства по стратегическому планированию. Агентство по стратегическому планированию, центральный аппарат – это 30 человек. И также частью агентства по стратегическому планированию является Бюро по национальной статистике. В целях того, чтобы статистика была достоверной, чтобы она ориентировалась уже на новые подходы управления большими данными, на подходы применения технологий 4-й индустриальной революции, искусственного интеллекта. Перед нами поставлена задача, чтобы мы максимально реформировали в целом национальную статистику, чтобы национальная статистика соответствовала самым передовым требованиям. И в последнее время пандемия показала, что обладание данными и правильный анализ этих данных – это самое важное, наверное, для государственной политики, чтобы принимать правильные, выверенные и ответственные решения. Также были созданы проектные офисы, которые помогали в разработке тех или иных
технологических инноваций или возможностей применения лучшей практики финансового регулирования, лучшей практики развития фондового рынка. Сам Международный финансовый центр Астана является важнейшим, наверное, проектом в рамках 100 шагов 5 институциональных реформ. Это практически 3-4 шага из этой программы. Наверное, сама по себе платформа МФЦА является платформой, пилотной платформой для реформ, как я уже говорил. Здесь мирового класса суд Международного финансового центра, мирового класса фондовая площадка фондового рынка, поэтому очень многие практики, они будут применяться, в том числе в рамках определенных реформ, которые будут проводиться другими государственными органами. Поэтому, еще раз, это двухскоростная система, то есть, с одной стороны, реформы, само создание МФЦА – это большая реформа, и плюс Международный финансовый центр оказывает интеллектуальную поддержку агентству по стратегическому планированию. Из достижений МФЦА за последний, наверное, период, нужно сказать, что даже в период пандемии увеличилось количество компаний, которые зарегистрированы в МФЦА. В частности, количество компаний превышает 700 компаний. Было привлечено за последние 2-3 года порядка 4 миллиардов долларов инвестиций через портфельные инвестиции, через инвестиции от наших региональных партнеров и также через новые механизмы. Вы знаете, что разработан новый механизм, называется стратегическое инвестиционное соглашение. И по решению руководства страны очень много инвесторов будут пользоваться именно платформой МФЦА для того, чтобы осуществлять инвестиции в регионах Казахстана. Спасибо большое. Көп рахмет. Қазақ Таймс редакциясынан Асан Анарбайұлы бізбен бірге тікелей байланыста. Асан, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Қайырлы күн. Сұрақ жолдамаса бұрын экономика министрлігінен және басқа да шенеуніктерден қазақша. Асан, микрофоныңыз өшіп қалды ғой деймін. Қайтадан қосып, сұрағыңызды жолдай беріңіз. Енді естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр, иә. Спикерлерден қазақ тілді баяндаманың бөлігіне жақсылап дайындалып келсеңіздер деп сұраймыз. Себебі жоғарыда баяндама барысында көп нәрсені дер кезінде ұқпай қалдық. Жазбаша баяндаманың да нұсқасы қазақшасы орысшадан аударма екен көрініп тұр, жүйесіздеу. Сондықтан осы сынды ескертсеңіздер екен. Ескерту орынды, сұрақтарыңыз. Кешіріңіздер. Индустрияландыру сияқты осы уақытқа дейін тәп-тәуір бағдарламалар жазылғаны белгілі, бірақ іске келгенде жарты жолда қалып қойды көп бағдарламалар. Сарапшылардың айтуынша бір жобаны соңына дейін белгілі бір адамды жауапты тағайындамаса, бағдарламаның төлі құжаты қаншалықты кемел жасалғанымен нәтижесіз болады дейді. Индустрияландыру бағдарламасы мысалға алсақ, сол кезде үкімет басқарғандар, сол бағдарламаға жауапты болғандар, кейіннен әртүрлі қызметке ауысып, тіпті премьер әкім болып ауысып кетті. Сайып келгенде жауапкершілікті соңына дейін мойнына алатын механизм жағы ақсап тұр. Осы ұлттық жоспарды дамыту бағыттары жоғарыда аталған, соларға жауапты тұлғалар қалай айқындалады және олардың жауапкершілігі қалай жетілдіріледі. Қысқа қайырып сұрасақ, кейінгі 5 жылда бағдарламалардың жоспарға Әлбек Сәкенұлы. Қанша мемлекеттік қызметкер жауапқа тартылды? Сұрағыңызға рахмет, Асан. Әлбек Сәкенұлы. Асан, рахмет. Өте маңызды мәселе. Алдында спикерлер айтқан деген жауапкершілік жөнінде енді қазір осы жаңа бағдарламалар, жаңа концепциялар мен ұлттық жобалар, олардың бір үлкен сипаты, ол жеке жауапкершілік. Бірінші мем органдардың бірінші басшының жеке жауапкершілік. Жалпы айтқанда осы ұлттық жобалар, олар жобалық басқару принцип арқылы жүзеге асырылады. Сол себеппен осындай жауапкершілік ол тікелей көріледі. Сізге осындай нақты, одан да нақты жауап керек болса, біз оны қосымша ретінде айтуға. Нұржан Қайырғалиұлының
толықтыруы бар сұрақ бойынша? Рахмет. Мына ұлттық жобаларды дайындау барысында паспорт деген қосымша болып табылады. Сол паспортта нақты кім жауап беретіні, қалай жауап беретіні, қай уақытта орындалатыны нақты көрсетіліп тұрады. Әр ұлттық жобаны дайындау барысында жауапты мемлекеттік органдар жан-жағынан қарайды. Оны экономикалық жағынан, құқықтық жағынан қарап, белгілі жауапты адамдарды белгілейді. Бұдан басқа біз атап өткендей аналитикалық орталықтар бар. Солар әр уақытта мониторинг жасап, қарап жататын болады. Сол бағалаудың арқасында жәндегі ұлттық жобалар тиімді және өз кезінде орындалуына нақты баға беріліп отыратын болады. Асан? Осы тұста бір алып қосарымыз, ол түсінікті, паспортта жауапты тараптар бекітілген, бірақ біз осы уақытқа дейін индустрияландыру бір ғана бағдарламаның аясында қанша өндіріс орындары ашылып, артынан жабылып қалған білеміз. Өміршең емес жобалардың тұсаукесері көп болады. Осыны жауапкершілікті жүйелі түрде көтеретін және жауапкершілікті бекітетін механизм жағын сұрадық біз. Және де Немат Келімбетов мырзадан соңғы 5 жылдағы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда қателік жіберген қанша шенеунік жазаланған туралы ақпаратты жазбаша беруін сұраймыз. Рахмет. Міндетті түрде сұрағыңызды баспасөз қызметкерлеріне жолдаймыз және жазбаша жауап қайтаруларыңызды өтінеміз. Асан? Рахмет. Екінші сауал. Сіздер айтқанда ел экономикасының курсын айқындайтын осы ұлттық даму жоспары барлық шенеуніктер ерекше құрмет танытатын Назарбаевтың сөзі қаншалықты үдесінен шығады. Естеріңізде болса, 2017 жылы сол кездегі Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстаннан көгеріп өсіп-өніп шыққан қалталы азаматтардың ақшаны елге қайтаруын, шетелдік шоттарда ұстамауын талап еткені есімізде. Кейінгі 5 жылда 2015-19 жылдарда шетелге заңсыз шығарылған капиталды қайтаруға байланысты үкімет 238 қылмыстық іс қозғаған, бірақ оның 107-сі тоқтап қалған, бірде-бірінен ақша қайтпаған. Бұны сенатор Ольга Перепечина айтады. Енді сауал, Tax Justice Network халықаралық ұйымы соңғы 20 жылда Қазақстаннан 140 миллиард доллар ақша шығарылғанын айтады. Осы ұлттық даму жоспары аясында еститін үкімет экс-президенттің 12 миллиард доллар туралы айтқан ескертуін ең болмағанда ескере отырып, офшорға кеткен қаржыны қайтаруды бағдарламада қарастырды ма? Бұл қалай жүзеге асады? Бұл өте маңызды мәселе емес пе экономика бағдарындағы? Маңызды сұрақ және де қиын сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Егер де қазір жауап беруге дайын болсаңыздар мархабат, болмаса жазбаша түрде жауап қайтаруларыңыз болады. Асан, спикерлер жазбаша түрде баспасөз қызметкерлері арқылы қайтарып береді жауапты. Бір соңғы нақтылау, онда өтініш баспасөз қызметкерлері әр сұраққа жіті терең талдау жасаса, себебі осылай брифингте уәде беріп, артынан бір жапырақ қағаз сұрақ басқа жауап басқа нұсқаны көп жолдайды бізге мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтері. Осы нәрсені жіті бақылауға алуларыңызды сұраймыз. Бұл тек қана сіздерге ғана айтылған сын емес, барлық қызметтік органдарда істейтін баспасөз қызметкерлеріне айтылған ескерту деп қабылдаңыздар. Асан, сұрақтарыңызға рахмет айтамын. Келесі журналистің сұрағына өтейік. Тамара Валь, Власть КЗ. Продолжая тему IPO, она уточняет. Вы сказали, что некоторые компании выйдут на IPO в МФЦ. Какие компании, какое размещение ожидается? Кайрат Нематович, пожалуйста. Да, поскольку уже конкретные бизнес-издания, Bloomberg, Власть, я бы не хотел какие-то breaking news делать. Прежде всего, я базируюсь на той информации, которая обеспечена самим Фондом национального благосостояния Самрук-Казына. То есть пока государство решило, что предстоящие 22, 23, 24 годы выйдет ряд компаний. То есть вот та информация, которую вы знаете, она не претерпела изменений. Что-то нового я в этой сфере не скажу. Просто скажу, что, наверное, те решения, которые принимались тогда по выводу этих компаний на IPO, все-таки они принимались, наверное, в самый пик начала влияния пандемии. И, конечно, были такие скептические прогнозы и по ценам на нефть. Вы помните, что и
цены на нефть падали до рекордных величин. Сегодня, и об этом министр экономики подробно говорил, мы в пятилетней перспективе более оптимистично смотрим и на цены на нефть, и на цены на основные биржевые товары. Я думаю, что все это дает оптимистично возможность смотреть и на экономический рост в Казахстане, на инвестиционную привлекательность, и, возможно, некоторые прогнозы по выводу на IPO, они будут пересмотрены в сторону сделать их немножечко раньше, но пока вот мы базируемся на решениях корпоративных, которые больше ориентируются на 2022 и 2023 годы. И следующий вопрос от Тамары. Какие компании могут выйти на IPO в текущем году и какие из них действительно могут быть народными? Да, действительно, есть поручение главы государства, программа народного IPO. Мы сейчас вместе с монетарными властями и правительством работаем над этим. То есть какая конкретно компания, какой пакет акций предоставит, значит, или это будут какие-то другие предложения. Мы, наверное, чуть позже более подробно сообщим. Эта программа еще в разработке находится. Благодарю за ответ. Дархан Нурымбетова, Байге Ньюс, спрашивает. Кайрат Иматович, вопрос обратно к вам. В нацплане говорится о формировании новой модели развития, основанной на 7 основных принципах. Одним из этих принципов является справедливое распределение благ. Не могли бы вы пояснить, о каких благах именно идет речь, между кем именно они будут распределяться и каким образом? Асет Арманұлы, өзіңіз бастасаңыз. Можно? Ну, здесь, наверное, в первую очередь, если начинать вот макроэкономически, то это чтобы наш рост экономики, он был более инклюзивным, то есть вопросы, связанные с тем, чтобы наше развитие, ну, мы постоянно ориентируемся на цифры там, в среднесрочном периоде на 5%, но чтобы эти 5% и выше 5% это сопровождалось ростом доходов населения. И чтобы вопросы, связанные, когда мы смотрим на ВВП, допустим, с точки зрения, ну, я как макроэкономист, распределение ВВП методом дохода, то мы увидим, что большая доля оседает именно вот в доходах предпринимателей, а вот зарплаты, они остаются на достаточно низком уровне структуры ВВП, порядка 34-35%. Если сравнивать нашу экономику с другими экономиками, которые имеют схожую структуру, это очень мало. Поэтому здесь вопрос того, чтобы справедливое, как вот написано в принципе, распределение благ, он должен быть на особом контроле у нас вот с точки зрения выработки макроэкономической политики. И он обязательно будет учитываться и в национальных проектах. И тут, конечно же, еще и вопрос, связанный внутристрановой, когда мы говорим, вот то, что только что Кайрат Иматович тоже говорил, про сбалансированное развитие регионов, чтобы у нас те разрывы, которые есть и в уровне развития, и в качестве предоставления услуг, социальных услуг, образования, здравоохранения, чтобы и эти блага тоже они распространялись у нас справедливо в разрезе страны. Если можно. Действительно, вот министр экономики тоже говорил о тех специальных ключевых показателях эффективности по принимаемым программам. В частности, мы очень сильно ориентированы на то, чтобы поднять реальные денежные доходы населения и ориентированы на то, чтобы как бы улучшить благосостояние тех людей, которые сегодня являются социально наименее обеспеченными, и на это будут направлены программы социального обеспечения государства. Это первое направление. Второе направление – это, безусловно, диверсификация экономики, создание новых рабочих мест, в том числе с учетом того разрыва социальной ситуации по некоторым регионам или внутри какого-то региона. Это тоже специальным вниманием будет специальное внимание государства этому будет уделять. Ну и третье направление – это все-таки будущие рабочие места. Мы сейчас все понимаем, что происходит большая технологическая революция в мире, очень сильно меняются там геополитические платформы, рынки, сбыта, логистические поставки, цепочки. Все это, конечно, говорит о том, что нам нужно очень четко понимать, какова ниша для казахстанских предприятий, что будут казахстанские граждане в перспективе делать, какие навыки нужно сегодня развивать, какое образование нужно получать. Поэтому развитие человеческого капитала – это тоже один из ведущих принципов инвестиций в образование нового типа. То есть все мы должны быть ориентированы на то, чтобы и Казахстан в целом, и наши граждане были конкурентоспособными с точки зрения уровня образования, навыков для работы, и правительство будет вместе с местными исполнительными органами уделять этому особое внимание.
Благодарю за ответ. Қазақстан телеарнасының журналисі Оңғар Тоқанов сұрап жатыр. Президент креативті экономиканы дамыту керектігін айтты. Әсіресе жастарды осы бағытқа тартуды тапсырған. Қазір осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әлбек Сәкенұлы. Оңғар рахмет. Қазіргі заманда ол осындай өзекті мәселе. Сіз айтқандай президент креативті экономиканы дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Біріншіден, креативті экономика не дегенін мен атап өтейін. Ол әлемнің көптеген елдерінде шығармашылық қызмет пен зияткерлік меншік құқықтарын басқарудан шығатын сол қосымша құнын салатын жұмысы. Мысалы, осындай салаларында ол киберспорт, медиа, музыка, сәулет и барлық интернетке байланысты басқа да салалар. Ал бүгін сол жалпы әлемде креативті экономика сол жалпы ұлттық өнімге где-то 3% құрайды, ал дамыған елдерде 12%-ға жетеді. Ал әрине біздің міндетіміз сол креативтің үлесін көтеру және оны дамыту, және осы мәселе біздің осындай ерекше байқауымызда. Ал біздің мемлекеттік бағдарламаларда, сол бірінші бағдарламаларда осы мәселе ішінара көрсетілген. Мысалы, рухани жаңғыруда, индустриялық дамыту, цифрлық Қазақстан және тағы да басқаларда. Енді қазір осы сала бойынша тікелей ерекше жұмыс атқарылып жатыр, жұмыс тобы құрылды. Ал осы мәселе тағы да ол болашақта құрылатын концепцияларда және ұлттық жобаларда олар бір үлкен үлесі болады. Рахмет. Көп рахмет. Елена Преображенская, Интерфакс. Известно, что запланирован рост ВВП по итогам года на уровне 3% и выше. По итогам января-февраля показатель экономики страны все еще с отрицательным значением. Когда, по вашей оценке, ВВП может выйти в плюс и за счет чего планируется достичь 3% роста по итогам 2021 года? Также второй вопрос. Каков в настоящее время размер государственного долга? Какие расходы на его погашение и обслуживание заложены в этом году? В абсолютных цифрах просят и за прошлый год. Альбек Сакенович, пожалуйста. Асет Романович. Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы прогнозируем рост экономики, как я уже ранее сказал, на уровне 3% и выше. Вопрос связан, когда мы выйдем в положительную зону роста экономики, мы прогнозируем это наступит в мае, приблизительно май-июнь, мы должны выйти в положительную зону роста. Какие основные драйверы? Это восстановление внутреннего спроса, это более благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, это и положительная, более сбалансированная торговая сальдо. И, конечно же, свой эффект будут иметь и меры господдержки. Это и в рамках проводимой макроэкономической и контрциклической политики нами предоставляется большое количество мер в рамках инфраструктурного стимулирования, создания рабочих мест. Это и госпрограмма Нурлы-Жол, Нурлы-Жер, и есть меры, связанные с поддержкой бизнеса в рамках дорожной карты бизнеса. Все это в комплексе, конечно, позволит нам стимулировать или поддерживать внутренний спрос на уровне, который необходим будет для того, чтобы обеспечить прогнозируемый рост экономики. Вопрос, связанный с государственным долгом. Этот вопрос у нас находится на особом контроле. Сегодня уровень государственного долга составляет порядка 30% к ВВП. Необходимо отметить, что вот международные, такая большая тройка рейтинговых агентств, они оценили, что устойчивость фискально-бюджетной политики страны, отметили низкий уровень государственного долга. Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом, там у них уровень долга порядка 80%, а в среднем в странах ОСР это порядка 100%. Какие расходы на его погашение заложены и обслуживание заложены в этом году? Это порядка 900 миллиардов тенге на обслуживание.
Спасибо за ответ. Айнур Коскина, Вести Киджи, с нами на прямой связи. Айнур, добрый день, ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. У меня два вопроса господину Келимбетову. Первый вопрос ему как главе нового министерства, председателя агентства по стратегическому планированию и реформам. Мы знаем, что в ваш состав был передан комитет по статистике, и остался вопрос с прошлого года по проведению переписи населения. Скажите, на каком этапе находится этот вопрос, и ожидать ли казахстанцам переписи населения в 2021 году? Спасибо большое. Этот вопрос недавно был рассмотрен на Высшем совете по реформам, и пока принято решение, вот исходя из наших прогнозов по в целом ситуации, в том числе эпидемиологической, что перепись будет проведена с 1 сентября до конца октября, то есть порядка 2 месяцев будет, 2 месяца займет в целом перепись. Создана специальная государственная комиссия по проведению переписи, которую возглавил первый заместитель премьер-министра господин Смаилов. Проведено уже несколько заседаний этой комиссии. Вообще в целом предполагается, что в отличие от других таких же мероприятий, которые в рамках прошлых переписей были проведены, эта перепись будет максимально цифровизована, то есть будет с 1 сентября до 15 октября открыт специальный сайт Бюро по национальной статистике, Sanak.gov.kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на все те вопросы, которые в рамках переписи будут заданы. И уже последние 2 недели октября уже непосредственно интервьюеры будут обходить дома наших граждан, но тоже через планшеты, так сказать, заполнять их максимально в удобной форме для граждан. В целом мы сейчас готовимся к проведению переписи. Были выделено в свое время соответствующие средства, они зарезервированы, и в рамках, наверное, определенных уточнений в бюджете они также будут выделены Бюро по национальной статистике, в основном на заработную плату тех людей, которые непосредственно проведением статистики будут заниматься. Первые результаты по статистике мы получим до конца года. Спасибо за первый ответ. Ну вот вы у нас такой двуликий, поэтому я вынуждена задавать вам вопрос, как и второе ваше, первое, скажем так, ваша должность, это руководитель МФЦ. ТО City Transportation System, бывшая Астана ЛРТ, разместила облигации на $520 миллионов на бирже МФЦ. Срок размещения до 20 сентября 2024 года. Ставка 3,5%. А осуществлялись ли уже выплаты по этим облигациям их держателям? За счет каких средств ТО City Transportation System намерен погашать эти облигации и купонное вознаграждение по ним? Особенно учитывая, что ЛРТ до сих пор не достроена, а доходы от общественного транспорта в Нур-Султане, в нашей столице, вряд ли позволяют это делать. Следовательно, средства будет выделять акимат Нур-Султана, то есть опять будут выделяться бюджетные средства налогоплательщиков. Айнур, если разрешите, я коротко отвечу. Мы предоставляли платформу как биржа. Вот вся как бы задумка, ответственность и график платежей и вообще целесообразность реализации на том или ином этапе, это вопрос к акимату города Астаны. Я не буду разрешить, я вот переадресую этот вопрос им. И мы сегодня договорились, что мы разместим все ответы чуть позже, которые мы в письменной форме обещали. В том числе мы приложим ответ акимата. Скажите, а что произойдет, если ТО вообще, вот по вашим правилам, если ТО City Transportation System не сможет выплачивать купонное вознаграждение? Поскольку в целом вот это предприятие под зонтиком акимата находится, то это ответственность соответствующего государственного органа. Ну, у вас же есть, подождите, у вас же в МФЦ есть какие-то правила или нет? У нас есть очень четкие соответствующие правила. И я не хотел бы про пессимистичный вариант развития событий говорить. В целом, я думаю, что вот в рамках этих правил мы будем, соответственно, действовать. Давайте тогда вот скажите, согласно вашим правилам, что произойдет, если ТО City Transportation System не сможет погасить облигации в установленный срок? Ну, соответственно... И не сможет выплачивать купонное вознаграждение? Вот
давайте не забегать вперед. Мы сначала спросим Акимат, как он считает, будет осуществляться график платежей, и после этого мы предоставим вот все наши правила, как мы будем действовать в другом случае. Господин Скелимбетов, давайте отвлечемся от Астана ЛРТ. По вашим правилам, любой, кто размещается на бирже МФЦ, если отвлечься, то если, соответственно, заемщик не может осуществлять платежей, то осуществляется процедуры соответствующие, делистинг, и уже начинаются судебные соответствующие процедуры. Вот это распространяется на всех, но я думаю, что до этого не дойдет в конкретном этом случае. Спасибо за ответ. Спасибо По сегодняшней большое. теме. Айнур, нет вопросов? Спасибо. Спасибо. Все, у меня 2 вопроса я задала. Спасибо. Спасибо большое. Багдад Асылбек с нами на прямой связи. Багдад, добрый день, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. У меня уточняющий вопрос к вопросу Тамары Валь. Сколько компаний в этом году планируется выйти на IPO и какие это компании? И почему так мало компаний за все это время вышло на IPO с учетом того, как создавали МФЦ и сколько средств было затрачено? Спасибо большое. Это самый такой мой любимый вопрос, наверное, последние 5-10 лет. У нас всегда были очень амбициозные планы. Мы в начале 2000-х, и в 2010-х годах, и в 2015-х говорили, что вот-вот к 2018 году все компании выйдут на IPO, но все время что-то случалось, как вы помните. То глобальный финансовый кризис, то кризис 2014-2015 годов, теперь пандемический кризис случился. Трудно кого-то в чем-то обвинять, но действительно ситуация непростая для мировой экономики и для казахстанской экономики также. Поэтому планы пересматриваются. Оптимизм мы не теряем с точки зрения размещения этих соответствующих компаний. В целом на сегодняшний день очень много уже размещений прошло. Я хотел напомнить, что в 2018 году первое IPO Казатомпрома было, в 2019 году второе размещение. В 2020 году в апреле месяце было уже третье успешное размещение Казатомпрома. Вообще акции Казатомпрома сейчас находятся на максимальном уровне. Вот такая хорошая новость для всей казахстанской экономики с точки зрения максимума по цене. Помимо этого у нас выходили такие компании, как Полиметалл, у нас выходил Халык-банк, у нас выходил Каспий КЗ. То есть очень много компаний выходило, и в целом мы привлекли порядка свыше 300 миллионов долларов прямых инвестиций в акции и практически до $1 миллиарда, если посчитать все портфельные инвестиции, свыше $1,3 миллиарда. Поэтому в целом, еще раз говорю, помимо этого мы привлекаем также долевое финансирование. У нас активно работает Казахстанский фонд прямых инвестиций, который также привлек уже соответствующих инвесторов, и сегодня там свыше $1,4 миллиарда инвестировано в те или иные проекты. Работают наши другие партнеры, которые размещены на площадке МФЦ. И в целом мы считаем, что те налоговые поступления, которые в ближайшие 5 лет будут, они на 140% больше будут, нежели те бюджетные ассигнования, которые выделяются на содержание органов Международного финансового центра Астана. Багдад. Спасибо. А сколько компаний в этом году планируется выйти на IPO? И это какие компании планируются? Вот я еще раз хотел повторить, что в этом году у Самарук Казыны планы были передвинуты на 2022 год. Если какие-то компании решат чуть раньше выйти, мы непременно об этом сообщим. Спасибо. Мои вопросы. Первый. Вы говорили про региональное лидерство Казахстана в плане привлечения инвестиций. В принципе, для этого и создан Международный финансовый центр. Но зарубежные инвесторы сейчас все чаще выбирают Узбекистан. К примеру, почему не удалось привлечь мировые топ-компании Netflix и Google? Они ушли в Узбекистан. По каким причинам не удалось их привлечь? И таких примеров, в принципе, немало. Марат Иматович, пожалуйста. Это тоже мой любимый вопрос в последнее время. Как только выходит какая-то новость, я вообще очень благодарен нашим узбекским коллегам, что они не дают спать нашим инвестиционным властям, потому что каждый успех в региональной экономике, он, конечно, вызывает два типа вопросов. То есть, с одной стороны, мы очень рады, что в целом регион Центральной Азии является привлекательным, и многие зарубежные компании выбирают точкой роста в регионе ту или иную страну в Центральной Азии. Я понимаю, что в целом
взаимодействия казахстанской и узбекистанской экономик. Это привлекательно для инвестора, это большой рынок, порядка там свыше 50 миллионов человек, и между нами происходит очень хорошее взаимодействие. С другой стороны, действительно, это определенный повод для анализа, для того, чтобы понимать, в каких сферах у нас созданы наиболее гибкие регуляторные условия, наиболее привлекательные условия. Я вот до этого говорил, что мы пошли на беспрецедентные меры, были внесены изменения в законодательство, которые подразумевают, что будет внедрен механизм стратегического инвестиционного соглашения, который обеспечивает стабильность, в том числе налоговую стабильность для тех инвесторов, которые инвестируют свыше 50 миллионов долларов США. У нас в листе ожидания приход очень серьезных инвесторов в сфере сельского хозяйства, в сфере обрабатывающей промышленности, в технологических сферах. Я бы поэтому не стал посыпать голову пеплом. Я считаю, что по показателям в целом привлечения инвестиций на душу населения, по показателю ВВП на душу населения, Казахстан сейчас далеко впереди любой страны, кроме России, на постсоветском пространстве. Это с одной стороны. С другой стороны, вот было отмечено в национальном плане развития, министр экономики говорил, к 2025 году мы планируем довести ежегодное привлечение инвестиций уровень до 30 миллиардов, то есть почти в 2 раза увеличить. Это серьезные большие цифры, поэтому все те компании, на которые мы ориентируемся, мы с удовольствием будем привлекать. Я вот в конце этого ответа на этот вопрос хотел также добавить. Вот сегодня Министерство экономики много говорило о креативной экономике. Мы тоже занимаемся соответствующими планами по привлечению и крупнейших транснациональных компаний, и подготовки наших кадров для того, чтобы они могли работать в этих компаниях. Какие-то планы государственные, какие-то звезды у нас появляются, как Иманбек, тоже благодаря своим талантам. Я думаю, что государство будет работать над тем, чтобы создать среду, которая бы благоприятствовала появлению таких талантов. Спасибо большое. Спасибо. Конкретно по Netflix и Google можно услышать ответы? Вот какие основные причины того, что не удалось их привлечь? Численность населения, может быть. Вот, можете перечислить? Давайте мы позже письменно ответим. Спасибо. Тогда последнее уточнение к вопросу. Не знаю, насколько он будет такой же любимый. Но вот около 40 миллиардов тенге потрачено на структуры, в которые входит МФЦА с 2017 года. Вы сегодня сообщили, что МФЦ привлек инвестиции на 4 миллиарда долларов. Как это повлияло на рост благосостояния граждан и как это влияет на их доходы? Спасибо. Ну да, вот если вы сравните чуть больше, наверное, не 40 миллиардов, чуть больше было потрачено средств, и вы сравните это с тенге и сравните это с 4 миллиардами долларов и с теми несколькими тысяч рабочих мест и уплаченных налогов, я думаю, что в этом уравнении будет четко понятно целесообразность создания Международного финансового центра и, самое главное, важность перспективы. То есть если мы собираемся конкурировать с теми же странами региона и привлекать инвесторов, мы прежде всего должны улучшать свои конкурентные преимущества. Одним из таких преимуществ является тот институт, который был создан первым президентом. Понятно, что всегда есть серьезные сверхожидания на начальном этапе. Каждая инициатива требует своего времени. Пример таких же институтов, как, например, Дубайский международный финансовый центр, который, наверное, к концу первого десятилетия своего существования начал показывать вот эти серьезные результаты, он для нас является вдохновляющим, но я думаю, что определенные результаты мы покажем даже раньше. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос второй к министру экономики. Когда пересмотрят минимальный прожиточный минимум, с учетом того, что разница между средней зарплатой и минимальным прожиточным минимумом чуть ли не в 7 раз, и такая же огромная разница между между средней зарплатой и минимальной зарплатой. Почему такая огромная разница, когда данная разница будет близка к уровню западных стран? Спасибо за вопрос. У нас в данный момент, как я говорил в своем докладе, он даже у нас отмечен в национальном плане, что мы будем стремиться к пересмотру минимального прожиточного минимума в соответствии со странами ОСР ближе. Но вопрос, когда мы это будем делать и как быстро, это будет зависеть от наших бюджетных возможностей. Исходя из этого... А какие сейчас бюджетные возможности и почему они не позволяют это сделать?
Ну, вопрос связан больше... Мы видим сегодня, какая ситуация и в мире, и мы видим, что и мы еще до конца не вышли из кризиса, связанного с коронавирусом. Кстати говоря, впервые в истории у нас случается так, что кризис в экономике приходит из системы здравоохранения. И, наверное, в комплексе, рассматривая вопросы и развития экономики, и в связи с этим, смотря на прогнозируемые возможные доходы бюджета, на сегодня мы знаем, что порядка 60% уже государственного бюджета формируется за счет социальных расходов. Поэтому, исходя из всего этого, мы будем принимать решения по вот тем вопросам, про которые вы говорите. Спасибо за ответ. Багдад, если есть еще какие-то дополнительные вопросы, я прошу вас... Уточнение. А вот сейчас... Короткое уточнение, пожалуйста. И если есть еще Да. какие-то дополнительные вопросы, к предыдущему вопросу написать это все письменно, и вам предоставят ответ в письменном виде. Короткое уточнение. Вот сейчас в последние дни народ шумит после новости о том, что средняя месячная зарплата 223 тысячи. И многие опровергают и приводят даже свои примеры, что вот мы зарабатываем там 100 тысяч, 80 тысяч, 120 тысяч. Понятно, что это формируется за счет того, что где-то в каких-то отраслях получают там 700 тысяч, миллион, а где-то 70 тысяч. Вот на ваш взгляд, какая реальная картина по доходам населения средняя? 223 тысячи это реально отражает истинную картину? Багдад, данный вопрос я попрошу вас в письменном варианте направить, и вам предоставят ответ в письменном виде. Если по сегодняшней теме есть у вас какие-то еще вопросы, прошу задавать. Если Это нет, короткое то уточнение, это же короткое уточнение, это просто мнение министра. это уточнение было к предыдущему вопросу, на который он ответил. Да, уточнение к предыдущему вопросу, короткое. Потому что очень актуально для населения сейчас, и народ Ответ хочет был узнать. предоставлен. Багдад. Насчет средней зарплаты, вот как формируется, и она является ли, отражает ли реальную картину? Наша статистика считает в соответствии с международной методологией. Если она показывает эти цифры, значит, они правильные. Спасибо, вы как Багдад. сами можете объяснить? Спасибо за ответ, спасибо, Багдад, за вопросы. Я перехожу к следующему журналисту. Юрий Масанов, газета «Курсив». Кайрат Ниматович спрашивает, расскажите, пожалуйста, в чем конкретно заключается роль АСПИР в разработке презентованных сегодня программных документов, а также реформ в целом. Коротко, пожалуйста. Да, спасибо большое. Я еще раз хотел напомнить, что 1 сентября глава государства объявила о изменениях определенных в системе стратегического планирования. Был создан Высший совет по реформам. В Высший совет по реформам вошли руководители важнейших государственных органов. Возглавляет Высший совет сам глава государства. Высший совет проводит свои заседания несколько раз в году. Уже вот 4 заседания были проведены. Также важным органом системы государственного и стратегического планирования стало Агентство по стратегическому планированию. Наша роль соответствующая – это участие в разработке крупнейших, важнейших стратегических документов, таких как Национальный план развития, система госпланирования, концепция государственного управления и перевод, самое главное, системы госпланирования на более современную модель повышения ее эффективности, в том числе через реализацию национальных проектов, о которых я рассказал в самом начале. Спасибо большое. И следующий вопрос про розничный налог. Ранее заявлялось про 3% ставку для пострадавших секторов, но теперь говорится о 6% ставке для общепита. Почему произошло изменение и на какие сектора в итоге какая ставка распространяется? Спасибо за вопрос. Действительно, у нас введен режим налоговый, розничный налог. Как вы знаете, на сегодня до 2023 года глава государства, по поручению главы государства мы не взимаем налоги с доходов малого бизнеса, но малый бизнес он продолжает платить по НДС 12%. Поэтому здесь вопросы. Мы ввели розничный налог как возможность выбора. То есть это не обязательный режим, можно выбрать или платить 12% НДС, или платить розничный налог 3%. В 2023 году мы знаем, что снова начнут малый бизнес платить налоги с дохода.
Поэтому вот к этим 3%, которые есть, то, что мы говорим по НДС, прибавляется еще и 3%, которые малый бизнес будет платить по упрощенному режиму. В итоге получается 6%. Спасибо за ответ. Стратегия 2050 Айнара Байжан бізбен бірге тікелей байланыста. Айнара, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Микрофоныңызды қоссаңыз. Барлау агент. Естіліп тұрмын ба? Енді естіліп тұр, я сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым, стратегиялық жоспарлау агенттігінің жаңа реформалары, осы жаңадан шыққан реформаларды қадағалайтын жаңа мемлекеттік орган немесе агенттік құруы мүмкін бе? Бірінші сұрағым. Нұржан Қайырғалиұлы. Бұдан алдын атап өткендей, бізде арнайы аналитикалық орталық құрылған. Бұл реформаларды мониторингтегі орталығы деп аталады. Агенттіктің құрылымына кіретін болады. Сол жәндегі орталықтың жұмысы осы істелініп жатқан реформаларды мониторинг жасап, оның орындалуын қадағалау. Ол агенттік құрылды ма, әлде енді құрылады ма? Агенттіктің құрылымының ішінде орталық құрылған. Ал екінші сұрағым, агробизнес 2020-2025 деген бағдарламаны мерзімінен бұрын аяқтап, қайтадан агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың ұлттық жоспарын жасаудың қандай пайдалы жақтары бар? Ол мемлекет үшін шығын емес па? Әлібек Сәкенұлы. Вот в рамках тех реформ, которые мы говорили, часть государственных программ будет переведена в формат национальных проектов. На сегодняшний день назрела серьезная реформа в сфере финансирования сельского хозяйства. Есть новые подходы, применение новых технологий. Совместно с международными институтами развития определены новые подходы. Вообще сельское хозяйство, наверное, будет серьезным драйвером развития нашей экономики на предстоящие десятилетия. Поэтому было принято соответствующее решение. Есть поручение главы государства о том, чтобы переформатировать сегодняшние все программы в единый национальный проект, в рамках которого будет четко видно, какое финансирование необходимо для дальнейшего развития отрасли и что мы в перспективе получим от этого проекта. Этот проект будет до 1 июля рассмотрен на заседании Высшего совета по реформам. Он сегодня в очень хорошей проработке Министерством сельского хозяйства находится. Есть подходы по изменению соответствующих законодательных актов, подходы по финансированию инфраструктуры сельского хозяйства и есть серьезные планы по инвестициям в эту отрасль. Поэтому я думаю, что национальный проект по развитию агропромышленного комплекса будет, наверное, одним из самых важных проектов, которые будут рассмотрены и начаты их реализация в течение этого года. Айнара. Рахмет, сау болыңыз. Информбюро Фируза Юбзада с нами на прямой связи. Фируза, добрый день, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. Вопрос адресован Кайрату Ниматовичу Келимбетову. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие национального плана развития до 2025 года от всех предыдущих планов и стратегий развития Казахстана? Небольшое сравнение покажет, что на первый взгляд общенациональные принципы повторяются и кочуют из одного плана в другой. Скажите, пожалуйста, каким образом новый план будет способствовать достижению этих неоднократно обозначенных целей? Ну, я бы начал с того, что не согласен с такими пессимистическими, наверное, суждениями по поводу кочующих каких-то фрагментов из одной программы в другую. Прежде всего хотел обозначить, что национальный план развития – это логическое продолжение всех тех программ, которые были намечены в предыдущие годы. И я уже говорил, вся система стратегического планирования базируется на стратегии Казахстан 2050. И я бы порекомендовал вам почитать этот документ. Он его актуальность только увеличивается, поскольку все те глобальные тренды, которые там были намечены, они многие уже реализовываются и оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Пятилетний план, национальный план развития – это конкретный план, который разработан в текущем моменте. И мы понимаем, что мы его разрабатываем в условиях, в том числе больших изменений вокруг
внутри глобальной экономики. Это и, еще раз хотел повторить, это и влияние пандемии, это и самоизоляция, протекционизм во многих странах, это деглобализационные тренды, это торговые войны между нашими крупнейшими торговыми партнерами. И все это, безусловно, накладывает свой отпечаток на реализацию и на планирование тех экономических программ, которые в Казахстане есть. Поэтому было важно, чтобы сделать определенные, осовременить, так сказать, те подходы, которые были в предыдущие годы. Поэтому предыдущий стратегический план был переформатирован в национальный план развития. И механизмом реализации национального плана развития станут национальные проекты, которые как раз-таки являются сегодняшним, скажем так, ответом системы госуправления в Казахстане для того, чтобы конкретно реализовывать программы, финансировать программы. И самый важный тоже запрос вот сегодняшнего, наверное, дня, это то, что кто конкретно несет какую ответственность. Вот это сегодня интересует, я думаю, всех, и различные уровни государственного управления, и экспертное сообщество, и население. И как раз-таки новый формат такого документа, как национальный проект, позволяет ответить, что приблизит нас к увеличению эффективности в целом государственного аппарата и достижению тех целей, которые мы себе на предстоящую перспективу ставим. Спасибо большое. Фируза, второй вопрос. Спасибо за ответ. У меня небольшое уточнение к вопросу. Учитывалось ли общественное мнение при формировании национального плана развития? Ну, я прежде всего хотел сказать, что все те документы, которые были приняты, они приняты в результате многомесячного обсуждения на протяжении всего прошлого года, а может быть даже нескольких прошлых лет. Мы участвовали в дискуссиях с большим количеством экспертов. Вы знаете, что были проведены различные круглые столы, встречи. Большую работу провел фонд первого президента. Вы знаете, вот подготовка так называемых 5 книг была. Большую работу различные инвесторы, различные эксперты, которые являются участниками Национального совета по общественному доверию, также экспертами в рамках 6 рабочих групп Высшего совета по реформам. То есть все эти мнения были учтены. Мы на ежедневной, повседневной основе общаемся с экспертами и планируем продолжить вот эту тесную работу государственного аппарата и экспертного сообщества. В целом также учитывались наработки международных институтов, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка, определенных также экспертов из этих организаций. Поэтому я считаю, что тот подход, который был представлен на этой неделе, является таким самым сбалансированным и рациональным и современным ответом нашего государственного аппарата на те вызовы, которые сегодня в целом есть в мире. Спасибо большое. Фируза? Спасибо за ответ, у меня все. Спасибо. Және бүгінгі баспасөз мәслихатында соңғы болып сұрақтарын қоятын Мадина Жатқанбаева, Инфозакон KZ. Мадина, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Саламатсыздар, естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр, қоя беріңіз. Оқыған докладтарыңызды тыңдай отырып, журналист ретінде айтылып кеткен жобаларыңыз іске асырылуына күмән туғызып отырғандықтан, сұрағым Келімбетов мырза мен ұлттық экономика министріне қойылады. Сұрағым қазақша қойылғандықтан, қазақша жауап берулеріңізді сұраймын. Келімбетов мырза, сіз біраз уақыттан бері қызметте отырғандықтан, мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы қаулы сізге таныс шығар. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы нөмірі 790 қаулысында мемлекеттік жоспарлау мемлекеттік билік органдарының және елді дамыту процесіне өзге де қатысушылардың Қазақстанның әлеуметтік экономикалық даму деңгейін арттыруға, азаматтардың әл-ауқатын өсіруге және ел қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған қызметін қамтиды деп айтылып кеткен. Бүгінгі күнге әлеуметтік экономикалық даму деңгейіміздің артудың орнына төмендеп бара жатқанымыз, азаматтардың әл-ауқаты өсудің орнына елімізде кедейшіліктің санының артуы, ел қауіпсіздігін нығайтудың орнына азаматтарымызға қауіптің төніп тұрғаны. Осы айтылып кеткен бүгінгі таңдағы проблемалардың шешілмеуіне не себеп деп ойлайсыздар? Сұрақ түсінікті болды ма? Қайрат Нематұлы.
Менің ойымша, негізгі жалпы экономикалық проблемалар бар, өйткені ол пандемияның негізгі әсері. Бірақ та менің ойымша, осы Қазақстан экономиканың негізгі бағдарлама, ол осы біздің мемлекетімізде экономикалық проблемаларды шешу және әлеуметтік саланы арттыру туралы негізделген. Менің ойымша, осы бағдарламаны содан іске асырсақ, осы 5 жылдың ішінде кейбір проблемаларды нақты шешуге мүмкіншілік туғызады. Рахмет. Нұржан Қайырғалиұлы, қосарыңыз бар ма? Мадина, бір сәт. Нақтылайтын бір сұрағым бар. Жаңа ғана журналист қойып кеткен 223 мың теңге орташа жалақы, ол статистикаға жүгініп отыр қазіргі біздің брифингтегі қызметкерлеріміз. Мен енді өзімнің как статистик ретінде айтарым, статистикада өзім жұмыс істегеннен кейін статистика бүгінгі күнге де алдыңғы күндерде кеткен күндерде нақты ақпарат беріп отырғандарына мен күмән туғызудамын. Сұрағым енді қазір Әлібек Қуантыровтың айтуынша экономикамыздың дамуына ешқандай кемшіліктер жоқ деп айтайды. Жаңа алдында айтып кеткені, тоже жаңа бір журналистің қойған сұрағына өсіп айтып кетті. Осыған орай мысалын келтіре отырып, екінші сұрағыма. Нұрлан Нығматуллин мәжіліс отырысында әрбір өндіріліп жатқан 3 тонна алтынның заңсыз екендігі, көлеңкелі экономиканың өсуін айта отырып, сонымен қатар бәрі білетін заңсыз контрафактілік өнімді Қазақстанға заңсыз кіргізіп жатқанда ескере кеткен. Сұраққа келетін болсақ, көлеңкелі бизнестің 80%-ға артып отырғанын көре отырып, мемлекеттік қазынаға қаражаттардың түспей жеке бизнесмендердің жеке қалталарына түсіп отырғандарында ұлттық даму жоспары мен мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін қалай ғана арттырып іске қоспақсыздар. Шынымен де экономикамызда кемшіліктер бар ма, әлде жоқ па? Айтқан сөзіңізге кепілдік бере аласыз ба, Әлібек Қуантыров мырза? Рахмет сұрағыңызға. Бірнеше әрине экономикамызда проблемалар бар. Оның ішінде көлеңкелі экономика. Сол экономиканы біз төмендетуімізге міндетіміз. Ал жалпы осылай қалай осы проблемалар шешіледі, ол бәрі біздің нақты ұлттық жобалар арқылы, содан кейін нақты шаралар қабылданатын іс-шаралар арқылы ол бәрі іске асырылады. Ал нақты жауап сіздің осындай ұзақ сұрағыңызға біз кейінірек бере аламыз бүгін. Мадина? Осы сұрағымды нақтылап кетейінші. Нұрлан Нығматуллиннің айтқан сөзімен келісесіздер ме, әлде ол кісі жалған ақпарат беріп отыр деп ойлайсыздар ма? Әрине келісеміз. Жақсы, онда тағы үшінші бір нақтылайтын сұрағым бар, әне соңға. Келімбек мырзаның айтуынша национальный проект, яғни ұлттық жоба арқылы басқа да жобаларын іске асуға мүмкіншілігі бар деп айтып кеттіңіз ғой қазір өзіңіз ғана. Енді жобалар іске асу үшін мемлекеттік бюджеттен қыруар тағы да қаражаттар бөлінеді, оны сіздер де білесіздер. Осы жобаларға бөлінген қаражаттарды шенеуніктердің жымқырмайтынына кепілдік бере аласыздар ма? Бұл жерде айта кететін жайт, рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде айта кететін жайт, әрбір шенеунік өз жауапкершілігі шегінде жауап береді. Жауапты мемлекеттік органдар олардың жәндегі тиісті және тиімді орындалуына қадағалау жасайтын болады. Бұдан алдын айтып өтілгендей, әр жоба бойынша жауапты мемлекеттік орган мен жауапты тұлғалар болады. Сол себепті бұл жерде жауапкершіліктен ешкім қашып кете алмайды деген деп нақты айтуға болады. Яғни кепілдік бере аласыз, е? Біз агенттік ретінде кепілдік бермейміз, біз кепілдікті дұрыс механизмді ұйымдастыруды айналысатын мемлекеттік органымыз. Біз қадағалаумен, тексерумен айналысатын мемлекеттік орган емессіз. Соны түсіндіріп айтып өтейін деген едім. Яғни енді нақтылап кетейінші осыда соңғы. Қазір кепілдік сіздер министрлік тарапынан бере алмаймыз деп отырсыз ғой. Яғни сізде осы жобаның артып кетуіне күмәндарыңыз бар ғой, біз жаңадан құрылған жүйенің тиімді екеніне кепілдік бере аламыз. Мадина, сұрақтар барлығы түсінікті болды. Спикерлерге жауаптар да берілді деп ойлаймыз. Өзге сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет айтамын байланысқа шыққаныңыз үшін.
Құрметті спикерлер, біздің алаңға келіп, бүгінгі тақырып бойынша барлық ақпараттарды беріп, журналистердің сұрақтарына жауап бергендеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Қадірменді көрермен, біз осымен эфирімізді тамамдаймыз. Эфирде жүздескенше сау саламат болыңыздар. Рахмет.